Мераба, сайгыл достар. Мы сегодня опять у нас в нашем уютном дворе снимаем передачу «Крым-татар емеклери». И у нас очередное блюдо сегодня кобете. И я ее ведущий Рустем Дервиш. Что такое кобете? Это блюдо, которое заставит вас сейчас бросить, оставить все свои дела и посмотреть нашу передачу. Потому что это исконно крымско-татарское блюдо. Кобете всегда, в каждой семье знает, что это такое. Немножко по-разному готовят, но всегда очень вкусно, и я в этом уверен. И мы сегодня еще раз в этом убедимся. Сейчас мы нарубим дровишки. Сегодня еще не каждый молодой человек может правильно разжечь фурун, но поверьте мне, это доставляет огромное удовольствие. Вы знаете, что там, прежде чем залить глиной вот этот нижний слой, там у нас сколько? 20 килограмм соли слой. Для чего? Для того, чтобы вот мы разожгли огонь, а соль энергию вот эту тепловую аккумулирует. Огонь горит, потом он сгорит, и вся эта конструкция должна держать это тепло, чтобы мы качественно испекли наш необычайно вкусный кобете. Максимально заполняем дровами. И все, у нас есть минут 20-30. И теперь мы перемещаемся к нам на кухню, в теплое уютное помещение, и продолжаем. Так, все, у нас фурун горит. Мы перебрались в теплое помещение, потому что на улице идет дождь. И самое главное, перед началом мы должны помыть руки. Так, за фуруном у нас следит специальный человек, потому что это очень важно. Как в этой духовке температура регулируется, так и там. Только там мы смотрим по цвету купола. Когда купол побелеет, сейчас он черный, когда он нагревается, он белеет, это знак, что фурун готов. Так, сегодня мы уже говорили об этом, что сегодня готовим кобете, традиционное крымско-татарское блюдо. И что нам для этого нужно? Нам для этого нужно обязательно мука, обязательно мясо, очень красивое, заметьте, много жира, процентов 20 жира, от этого зависит вкус. Обязательно топленое масло, потому что мы будем сегодня тесто слоить, я беру на себя такую смелость. Кобете это ж такое блюдо, мы думаем, что вот когда кушаешь, я его знаю только когда ем. На самом деле люди с другой стороны сцены стоят, которые готовят, женщины там. И в каждой семье, в каждом районе Крыма это блюдо чуть-чуть по-другому готовилось. Нету таких стандартов. Часто слоят маргарином, но этого ни в коем случае нельзя делать. Он не растворяется в организме. Это неправильный продукт. Это дешевый продукт. И лучше тогда не делайте, не ешьте этот маргарин. Смотрите, мы сегодня будем делать один кобете, да, поэтому там где-то полкило теста нужно, полкило муки нужно. Мы берем, так, это у нас 356 грамм, это у нас 250 грамм, это немножко лишнее. Все. Так, вода к муке 1 к 2. 500 грамм муки, значит воды 250. Делаем просто соленую воду. Вот сколько на этот объем. Я думаю, вот столько соли у нас будет достаточно. Потому что всегда мы можем поправить процесс. Мы еще сейчас мясо, когда будем делать хайма, тоже же будем солить. Если мы когда чебуреки делали, то мы просто делали самое простое тесто. Но так как мы сегодня будем слоить и будем раскатывать яем, оно должно быть эластичным. А для того, чтобы оно было эластичным, нам нужно просто, там, ну сколько здесь, грамм 50 растительного масла. Вообще масло можно сразу в воду налить. Будем подавать его порционно. Не, ну на самом деле это я удивляюсь терпению наших женщин. Я когда первый раз сделал этот кобете, что-то я раньше любил это блюдо, а потом я подумал, столько трудозатрат. Вот, ну, опять же, это о чем говорит? Это говорит о терпении и трудолюбии наших женщин. Так, тесто не должно липнуть, оно должно быть не сильно мягким, чтобы не прилипало уже к рукам. Вот это мы сейчас немножечко его подсоберем и потом уже на доску переложим. Так, все. Тесто теперь сюда. Вот оно должно быть такое не сильно мягкое. Ну, не крепкое, конечно, но и не сильно мягкое.
Потому что вы потом, если оно будет мягкое, вы его там не раскатаете. Потом. Оно будет липнуть, еще какие-нибудь проблемы возникнут. Вот замешали, нету уплотнений никаких. Тесто становится однородным, и это нам говорит о готовности. Ну, не больше 10 минут это занимает у профессиональных хозяек. Я так думаю, потому что я дольше времени на это не тратил. Вот, оно у нас уже готово. Мы его сейчас делим на 2 куска и отправим отдыхать. Вот, и потом с ним продолжим работу. Нам положили, накрываем наше тесто, чтобы не заветрилось. Все, приступаем к мясу. Смотрите, какой кусок, красивый кусок мяса. О, это очень много, но мы его отложим в сторону. Мы его чуть-чуть делим на такие кусочки. Берем 2 ножа острейших, вот так вот, как ножницы их собираете в кучу. И один нож сюда тянете, один навстречу. Один может быть правый, если вы правша, то правый нож может работать, а левый просто его придерживать. Это мясо. Откуда произошло название этого блюда? Много разных вариантов есть, но самое близкое, ну, очевидно, да, коп эт, кобете. Все, у нас фарш хайма готов. Лук мы нарезаем, обращаю ваше внимание, помельче, кубиками. Для этого мы сначала вот так по горизонтальной плоскости режем, потом перпендикулярно, и потом так, картошка. Ну, пару картошек, много ложить не будем. Картошку есть по-разному, в некоторых семьях делают, предположим, вот слоями, если укладывают эти ингредиенты, сверху вот такими пластами оно укладывалось, сверху картошка. Мы будем делать сегодня по-другому. Мелкими кубиками порежем эту картошку. Картошку стали в это блюдо добавлять последние там 200 лет, ну, когда картошка вообще в Крым попала. А раньше использовали тыкву. Да и сегодня некоторые хозяйки добавляют тыкву. Так, вот такими мелкими кубиками. Почему? Потому что, когда картошка крупная, мне чего не нравится в этом деле, когда она крупная, ну, она как бы забирает большое внимание на себя. А когда она мелкая, она перемешивается и достаточно вкусно получается. Мы почему так вот не пюре ложим, предположим, а почему мы делаем кусочками вот такими, да, и мясо такими кусочками примерно, и лук. А все просто. Вот в таком кусочке, аккуратно нарезанном, он когда испекается внутри сохраняется сок его, все соки, и наш хайма, и начинка, соответственно, получается сочный, вкусный. Оно все там запекается. Так, все, добавляем перец, соль. Ого, у нас сколько получилось. То есть у нас сейчас получилось на 2 хороших кобети. Какая красивая. И мы вот это сейчас красиво уберем и перейдем к тесту. Хорошо, когда замесишь его, оно становится однородным, и потом его легко катать. Ну, не будет всяких вкраплений. Поэтому сегодня использую часто, когда накрывают вот так, целлофановый пакет используют, он вообще воздух не пропускает. Тесто совсем не сохнет, и это хорошо. Так, смотрите, теперь в процессе, пока катаю я, мы же сейчас будем слоить тесто. Каждая хозяйка немножечко по-своему делает это, даже при наличии каких-то определенных правил. Но всегда же иногда слышишь это как рыбаки. Он пришел с рыбалки и начинает рассказывать, какая у него большая рыба ушла. Не какую он поймал, а какую упустил. И она, как правило, бывает очень большая. И так и про эти слои часто слышишь, или про пельмени там говорят, там мы делаем пельмени маленькие, это ефахаш, и в одну ложку помещается 1000 штук, да, там, а потом начинаешь там делать там не больше
10 помещается в эту ложку. Или ложка там может какая-то другая. Так и со слоями. Там 7 слоев, и 10 слоев, и 20 слоев. Так, все. Я им готов. Он не такой идеально ровный, конечно. Я не могу соперничать с женщинами, которые это часто делают. Но за то, что это будет вкусно, я гарантирую. Ях, сар-ях растопленный. Слоят по-разному. Сливочным маслом можно слоить, можно топленым, жидким, можно прям густым намазать. Вот, и тесто становится воздушным и вкусным. Конечно, сливочным маслом пропитанное тесто. Наливаем. Ох, как пахнет. Он же пахнет хорошо. Аккуратно наносим ровным слоем масло. Везде оно должно быть одинаковым. Вот. Слоили говяжьим жиром. Почему? Потому что он держит форму. Он же более жесткий, быстрее застывает. И теперь наша задача просто свернуть вот в такую трубочку. Вот. То есть у нас получается масло разделяет каждый слой теста. Вот, все время удивляюсь, вот который раз уже делаю, все время удивляюсь вот этому трудоемкости этого процесса. Кто придумал это, кому в голову пришло вот так? Нельзя просто хлеб испечь и радоваться жизни. Нет, надо усложнять себе жизнь. Ну, поэтому это блюдо было праздничным, потому что просто так кобите каждый день же никто не делает. Это обычно, когда гости должны прийти. Ну, сегодня, я не знаю, как это было 100 лет назад. Вот смотрите, про слоение, да, мы слоим вот таким образом. Раскатали яйцо, масло помазали сверху, скрутили рулон. Потом на этот яйцо этот же рулон заворачиваем. Вот у нас уже 2 слоя получается. Я делаю сегодня минимум. Это вот такой мужской кобите получается, где мало слоев. Наши отчаянные женщины, чтобы нам угодить, мы должны это ценить, делают до 7 слоев. Может и больше, не знаю, я не слышал. Кашу маслом не испортишь. Еще есть интересный способ, когда раскатали, маслом смазали, сложили дёрт-коше, как конверт. Отстоялось чуть-чуть тесто, его опять раскатали. Опять помазали маслом, опять сложили. Вот такой интересный способ. Это уже другое. Ой, второй у меня я им получился меньше немножко. Ну ничего страшного. Это же творческий процесс, поэтому ничего страшного, ничего не бойтесь. Главное не останавливаться, ничего вас не должно смущать. Такая получается у нас штука многослойная. Вытянуть и вытянуть. Смотри, какой длинный получился. Ой, красавчик. Так, теперь мы его делим вот так вот. 2/3 у нас пойдет, вот эта большая часть пойдет на дно, на донышко, а вверх у нас будет маленький. Это будет крышка. Вот. Сейчас мы его должны вот так красиво, мы его положим в холодильник, потому что он должен масло немножко схватиться. Каждую отдельно положим, пусть они в морозилке минут 15 и все. А за это время мы можем попить заслуженный кофе. Так, все, тесто у нас в морозилке. На 15 минут мы его положили, больше и не надо, не требуется. Масло застынет. Таким образом у нас получатся слои, я надеюсь. Вот. За это время, кто готовит в такой электрической духовке, ее нужно нагреть, чтобы потом мы свой этот кобите положили в готовую духовку. Значит, я готовлю 180 градусов. 180 градусов надо поставить и с 2 сторон обогрев. Все. Так, все. Вот пока у нас там тесто в холодильнике, мы проверили, что у нас с фуруном. Конструкция вообще неубиваемая. Сложно ее испортить. И готовит она и сегодня. И, кстати, и сегодня во всем мире пиццу готовят в таких печах. И не только пиццу, пиделер, как в Турции говорят. Это мы у нас здесь забыли незаслуженно о таких печах. Полмира готовят в них и сегодня. Так, все, здесь все отлично, с фуруном у нас все нормально. А теперь мы возвращаемся к своему тесту. Тесто наше достаем из холодильника.
Отлично. О, холодненькое. Это у нас будет дно. Чуть-чуть, чтобы не прилипало. Берем вот эту нашу сковородочку. Это тава, точная копия старинного. Ну, не прям до миллиметра, но мысль та же. У нас здесь осталось чуть-чуть маслечка. Мы его чуть-чуть смажем. Масло. Так, мы теперь раскатываем это тесто, донышко. Оно у нас будет чуть-чуть диаметром больше, чем сама сковородка. Так, вот теперь надо стараться, чтобы вот этот пласт теста был круглым. Поэтому нужно не торопиться, а уже правильно завершить начатое дело. Нам же нужно не только вкусно, но и красиво. Вот сейчас женщины меня повеселятся, как я диаметр измеряю. Я никогда не думал, я сейчас померил диаметр, кстати, еще раз померяю, диаметр нашего тала с диаметром нашей заготовки. И только потом подумал, а женщина сегодня как на кухне этот диаметр, рулеткой что ли замеряет? Так, все, я думаю, достаточно. Все, укладываем вовнутрь. Идеально подошел по размеру. Равняем края. Равняем. Это у нас низ. Что значит древние технологии, да? Так, теперь у нас, собственно говоря, начинка. Конечно, есть и слоями делают некоторые женщины. Ну, я видел дома так. Слоями тоже можно, конечно. И тоже будет, конечно же, вкусно. Но я же не повар, а я так, экспериментатор. Когда мне надоедает делать медную посуду, мне, чтобы понять, как ее делать правильно, нужно понять, как она работает вообще в реальной жизни. Тогда я четко знаю, зачем этот край нужен, почему его так делают, где должно быть жестко, где должно быть красиво, а где должно быть так, как надо форму. Ну, смотрите, как красиво. Так, теперь очень важно с диаметром не прозевать. Так, диаметр почти. Так, есть, крышечку накрыли. Теперь самое главное, вот этот вот периметр, край нужно запечатать нам, плотненько все закрыть, чтобы у нас не ушел, чтобы пар оставался внутри, и в этом в пару все это готовилось. Соки все выходили из мяса, пропитывали картошечку, тесто, масло сливочное растекается. Вот, ух ты, не дошел, тороплюсь. А что я тороплюсь, куда торопишься? Все, вот мы запечатали, а теперь же нужно еще красиво делать. И мы вот такими, красиво заплетая вот такую косичку, легкими, непринужденным движением, мы это все соединяем, заворачиваем как бы край. Все, мы закончили. Теперь дальше наносим орнамент. Мы воспользуемся нашим чехарахом. Ну, как без него. Мы делаем, во-первых, это технологическое отверстие, чтобы выходил пар, ненужный нам. Вот, чтобы в другом месте нигде не лопнуло. Вот. Потом, если мы чуть-чуть поизучаем происхождение орнаментов и их обозначения, то мы увидим, что очень часто вот таким нехитрым способом рисовали дерево, древо жизни. И вот такой получался орнамент красивый. Теперь мы чуть-чуть сверху масличком смажем. Сливочным маслом разве можно навредить? Да, конечно, вкусно нужно кушать. И можно. Единственное, что во всем нужно знать меру. Все. Теперь это у нас все готово.
фурунычине ложим и довольны ждем, когда это все за нас сделает древнейшая печь. Так, ага, все отлично, нам теперь мы разгребаем центр, угли убираем, мы же не можем поставить прямо на угли. Все отлично, древние технологии нас не подводят. Та-да! Бисмилля. Пошло дело. И смотрим на солнце. Ах, тучи, хотел время засечь. Все, у нас есть минут 40. За это время мы можем кофе попить. Так, долго, 50 минут мы ждали, посмотрите, что получилось. Не подвел нас фурун, древние технологии, уникальный цвет получился, равномерный. Вот это вот результат, которого мы ждали, долго над ним работали. Так, мы его закрываем. А знаете, что после того, как испекли главное блюдо в фурун-ичинде, потом ложили груши, яблоки, что-то такое допекали, и потом на десерт это ели. Я иду, а так запах на меня умопомрачающий, сливочный, печеный запах. Самый ответственный момент. Ага. Уф, вот смотрите, что значит преимущество медной посуды. Вообще нигде ничего не прилипло. Капелька сливочного масла, и как было, так и осталось. И вот такой красивый кобете у нас. Вот, смотрите, это у нас в семье так подавался кобете, так резался. Это мне рассказали совсем недавно. Вот, а еще же, смотрите, как он режется, а? Сам от себя не ожидал такой виртуозности. И потом, вот сейчас можешь это показать, смотри, как красиво. Можно даже не кушать, а просто любоваться. Так, это есть. Хошав, сухофрукты. И смотрите, какой он красивый. Так, что, пробуем? Очень вкусно. Вот это вот который раз убеждаюсь, что мы когда режем все ножом, мы так сохраняем целые кусочки, что бы там ни было, мясо, лук, там что у нас еще, картошка. Оно все целиком, все вот соки все перемешались, и мы вот, и тесто перемешалось, и плюс сливочное масло. Это просто фантастика, это просто очень вкусно. Результат мне сегодня очень понравился, очень вкусно, я очень старался, значит, получилось все очень хорошо, поэтому пишите, делитесь впечатлениями. Мне интересно, что вы об этом думаете. Мне очень интересно, как вы готовите дома. А на этом мы с вами прощаемся и встретимся в следующем выпуске.